Здравствуйте, вы смотрите программу «Лав о главном». Не забывайте подписываться на наши социальные сети для того, чтобы быть в курсе того, что происходит в стране и в регионе. Мы попробуем запустить новый цикл программ пилотных, где будем с известными политическими аналитиками обсуждать те события, которые происходили в Республике Молдова за минувшую неделю. Ну и, конечно, по возможности будем касаться вопросов гагаузской политики, если за прошедшую неделю были какие-то события, которые заслуживают внимания для того, чтобы их обсудить. И сегодня наш гость Алексей Тулбери, которого вы знаете, наверное, по многим площадкам и смотрите программы, которые они с Виктором Чобану ведут сами и в том числе и участвуют. И сегодня мы поговорим о тех событиях, которые происходили на этой неделе в Республике Молдова, и коснемся немного и гагаузской политической повестки. Алексей, здравствуйте, рад вас видеть у нас в студии. Добрый день. Надеюсь, что наш проект с вами вызовет интерес аудитории не только в Гагаузии, но и масштабируется в перспективе на территорию Республики Молдова для других зрителей. И, конечно, самая важная политическая тема уже на протяжении практически месяца, то есть 1 января, это энергетический кризис и та ситуация, которая сложилась в Приднестровье в связи с прекращением подачи российского бесплатного газа, хочу отметить, для этого региона, который не контролируется конституционными властями страны. Потому что вокруг этой ситуации очень много дезинформации, много фейков, много спекуляций. Некоторые, большинство обвиняют Украину, что якобы это Украина препятствовала и не хочет, чтобы газ России шел транзитом через ее территорию в Приднестровье. И, в общем-то, даже обвиняют Украину в том, что это начало попыток решить как-то приднестровский вопрос, ввести войска, в общем-то, получить доступ к складам в колбасне военных припасов. По вашему мнению, что в этом вопросе, если отделить зерна от плевел? То правда, естественно, что нет. Да. Для меня ситуация очевидна. Первопричиной происходящего сегодня в регионе является развязанная Россией война против Украины. Украина никогда бы не прекратила транзит российского газа через свою территорию, если бы отношения сохранялись между Украиной и Россией на том уровне, на каком они находились еще лет 10, 15, 20 назад. Но война изменила все. Украина, как жертва агрессии, имеет право предпринимать любые действия, которые она считает нужным для своей собственной защиты. Мы не можем тут ставить на одни весы России и Украины. Говорить, что вот Россия так поступила, Украина вот так поступила и так далее. Россия агрессор, Украина жертва. Украина права во всех своих действиях. Тем более, что у России есть техническая возможность продолжать поставлять газ в Приднестровье другими путями, через другие газопроводы, маршруты, совершенно верно. Это уже доказано, я даже не хочу сейчас полемизировать по этому вопросу. Создается впечатление, что «Газпром», Россия, давайте так, потому что «Газпром» это не субъектная такая структура, они обслуживают государство, они являются таким газовым инструментом российского государства для оказания давления политического, в том числе на другие страны. «Газпром» более не очень желает поставлять в Приднестровье газ, тем более бесплатный. И речь идет о 5,7 миллиона кубических метров в день. И это, в общем, огромные суммы. За год накапливается, огромные суммы денег. Почему? Потому что Приднестровье более не рассматривается. Вот анализ показывает, Приднестровье не рассматривается Кремлем как регион, который Россия может в своих интересах использовать. В каких интересах Россия собиралась использовать Приднестровье? Приднестровье должно было стать ядром плацдарма. Сюда входила и юг Одесской области, входила и потенциальная Гагаузия, такой
такая территория, которая могла бы называться Бессарабская республика, вы помните эту историю 2014 года, такой плацдарм создания республики народной демократии, дружественной Кремлю, куда могли бы высаживаться, так сказать, десантники, я не знаю, через воздушные пути, со стороны моря и так далее, и, значит, угрожать Украине с запада. В 90-м году, в 91-м, после развала Союза, Приднестровье было сохранено в таком виде под контролем Москвы, еще и потому, что там действительно вот эти вот склады вооружения, около 20 тысяч тонн вооружения, состояние которого не совсем понятно, но это огромный объем и снарядов, и патронов, и легкого оружия, и артиллерии и так далее. Это склады 14-й армии советской, которая была частью войск Варшавского договора. То есть это вооружение должно было использовано для каких-то стратегических целей, значит, наступления на Балканском направлении и так далее. То есть, или защиты наоборот на этом, если угрожали бы Советскому Союзу или странам Варшавского договора. Сейчас таких задач больше не, это вооружение не будет больше использоваться. Я к чему это говорю? К тому, что Приднестровье, кажется, больше не представляет такого интереса для Российской Федерации. Говорить о том, что вот Москва заботится о благополучии там 370 тысяч человек, которые там проживают, ну, мы видим, что они, в общем, остановили подачу газа, и люди уже почти месяц страдают без света, без отопления, Алексей, без воды вот, и так далее. Ситуация в Приднестровье, если проводить определенную аналогию, потому что мы видим, что происходит в Абхазии, да, тоже видим волнение, где большинство из жителей Абхазии, которые не только были пророссийские, но и в том числе там видели себя в составе Российской Федерации, сегодня как бы протестуют против действий Российской Федерации. Мы видим Карабах и... Карабах более показательный пример, да. Да, и Армению. И Да. говорит ли это о том, и в том числе вот сейчас в этой цепи Приднестровья, говорит ли это о каком-то геополитическом провале политики Российской Федерации? И может ли это быть каким-то маркером к тому, что может поменяться политическая и вообще как бы повестка в странах, допустим, постсоветского пространства, вот в этом большом регионе? Совершенно очевидно, что такие территории, как Приднестровье, как Нагорный Карабах, как Абхазия, Южная Осетия и так далее, использовались Москвой для сохранения контроля над бывшей территорией Советского наверное, Союза. Может быть и оказание влияния на процессы. И оказание влияния совершенно верно. Для того, чтобы сохранить эти территории бывшей Советской Республики, которые могли быть сохранены под контролем Москвы. Это теория так называемого ограниченного суверенитета. То есть Москва не считает, что Молдова, Грузия, Армения, Украина, Беларусь там, и так далее имеют право на полный суверенитет и независимость. Да, фактически они объявили об этом, но формально, но фактически они должны находиться под определенным влиянием и контролем, как исторически предопределено там, и так далее, как бывшие советские республики или бывшие территории Российской империи должны находиться под контролем Москвы. И вот эти территории помогали Кремлю сохранять этот контроль. Сейчас самой главной геостратегической ошибкой Кремля является начало этой войны, потому что эта война, как ничто другое, ослабла России. Что бы ни говорили другие люди, но мы видим, что экономически не все так благополучно, политически это вообще катастрофа. Россия стала страной-изгоем. Многие связывают с приходом Трампа там определенные, так сказать, изменения вот в отношении к России. Они могут быть, но восстановить свое влияние и авторитет Россия так быстро не сможет. Поэтому ресурсов не хватает, влияния не хватает, и она, можно это назвать что-то провалы геополитические, а можно сказать, что она предает этих людей, сдает их. Она отказывается от них. Россия отказалась от Нагорного Карабаха. С Азербайджаном и Турцией Россия сейчас не может себе позволить спорить.
Значит, посмотрим, что будет происходить, так сказать, в Грузии. Ну и в Приднестровье совершенно очевидно, что эта территория, я уже повторяю, не будет использована Россией для каких-то своих геостратегических целей, направленных против Украины. Все. Украина отказала, что она, так сказать, способна защищаться. Сухопутным путем российские войска никогда до Приднестровья не доберутся. Ну и с моря тоже высадиться не смогут, с воздуха тоже высадиться не смогут. Поэтому сейчас, да, создалась ситуация, когда мы можем начинать предлагать совершенно конкретный план по началу реинтеграции страны Тирасполю. Я думаю, что вот эти предложения щедрые со стороны Европейского Союза, эти 30 миллионов евро, и в дальнейшем, там, с февраля, это двухгодичная программа по стабилизации энергетической страны в целом, как раз на это нацелена. Мы поставляем газ в Приднестровье, этот газ, значит, используется на молдавской ГРЭС, значит, для отопления, для промышленности и так далее. Мы получаем бесплатный газ. Тут, правда, надо до конца уточнить, не бесплатный газ, а бесплатное электричество за это. Надо уточнить, так ли это, потому что там пока разнобой в заявлениях, премьер говорит одно, там его пресс-секретарь говорит другое. Но в общем, стратегически это правильное направление. Мы должны отсекать российский газ, не использовать, с моей точки зрения, использовать его больше не надо, а надо, так сказать, самим включаться вот в решение этой проблемы, помогать Приднестровью и так далее. Алексей, что касается вот проблемы с энергетической безопасностью, потому что были несколько вариантов решения этой ситуации. Один из первых, когда Красносельский, с благословением молдавских властей, спокойно улетел из Кишиневского аэропорта в Москву, якобы на переговоры, и по возвращению заявил о том, что будут возобновлены поставки газа, якобы там в виде гуманитарной помощи, то есть не совсем вообще был понятен механизм, потому что, насколько я понимаю, даже одобрение гуманитарной помощи должно пройти через соответствующие министерства. У нас законы есть, да? Да, молдавского правительства. Рассматривались еще какие-то варианты, потом механизм, который был озвучен, это Приднестровье попросило в долг 3 миллиона для того, чтобы сохранить давление в сетях. И здесь у меня тоже вот возникает много вопросов, как у гражданина Республики Молдова, даже не как у журналиста. То есть в качестве кого Приднестровье просит в долг, потому что Приднестровье как территория Молдовой не признается за конституционной, то есть считает, что это сепаратистский режим. То есть кому Молдова сегодня будет давать в долг этот газ, если, по мнению властей Молдовы, это территория нашей страны. То есть вы обеспечиваете газом граждан Республики Молдова, кто будет возвращать этот долг? Потому что мы понимаем, что Тираспольгаз, который фигурирует тем или иным образом в этих разговорах, это предприятие прокладка. Нет, формально тут как бы соблюдены приличия, в том смысле, что договор заключен между Молдова-Газ и Тирасполь-Трансгаз. Тирасполь-Трансгаз — это региональная газовая компания, оператор, распределитель газа, не имеющий лицензии на закупки, поэтому по закону страны только Молдова-Газ может закупать. В этом смысле не Кишинев с Тирасполем как бы договаривается, а Молдова-Газ с Тираспольгаз. Но фактически, да, вы правы. Мы в этом смысле продолжаем вот эту порочную практику поддержки вот этой власти, которая, в общем, мы не считаем конституционной. С другой стороны, мы сейчас не можем себе позволить, значит, вот слишком углубляться вот в эти все нюансы. Почему? Потому что люди мерзнут. Алексей, ведь вопрос же не в углублении. Никто не против того, что правительство решает эту проблему. Но почему не назвать вещи своими именами? Чем отличаемся мы с вами, как граждане Молдовы, от граждан, которые проживают в Приднестровье? Моя позиция очень ясная. Газ на территорию левого берега должен поступать таким же образом, как поступает в любую точку Республики Молдова. Через прозрачные механизмы закупки, распределения, ну и по тем же ценам, совершенно верно. Другое дело, мы видели реакцию, мы должны понимать, что
население левобережья просто физически не способно, материально не способно оплачивать эти тарифы. Они где-то должны быть, долги левобережья должны где-то быть зафиксированы. Возвращать долг за газ, поставленный Кишиневым, Приднестровью, Приднестровье должно будет политически, я так понимаю. Это означает, что мы должны начинать процесс сближения или реинтеграции берегов. Тут есть еще одна... Вы согласны, что в этом вопросе очень много «но»? Потому что, хотел если посмотреть на историю Молдова-Газ и взаимоотношений Молдова-Газ с нами как потребителями, то здесь не просто много вопросов, потому что теперь получается, мы отдали 3 миллиона кубов, как будто бы Тираспольгазу. Вероятность того, что Тираспольгаз заплатит Молдова-Газ, нулевая практически, давайте будем реалистами. До начала марта должны это раз. То есть в итоге Молдова-Газ будет, извините за такой сленг, торчать перед Энергокомом за эти 3 миллиона кубов, или это должно будет закрыть правительство, стоимость этого газа, или не получится ли так, что потом их переложат на нас с вами за отклонение в тарифе, который выйдет Молдова-Газ к концу года? Послушайте, эти вопросы к правительству, они замечательны. Я даже так глубоко не развивал свое критическое, так сказать, отношение к тому, что происходит. Но они справедливы, эти вопросы. Но у меня есть еще один момент, о котором вы не говорите. Позавчера, да, премьер-министр выступил на пресс-конференции, заявил о том, что мы рассматриваем возможность закупать газ у какой-то венгерской компании. До этого была какая-то кипрская компания. Там какая-то молдавская компания тоже предлагала свои услуги. И сам факт, что правительство говорит о возможности закупки газа у какой-то компании прокладки, или как мы ее называем, да, посредника, меня не радует совершенно, потому что это продолжение схем. Значит, вся остальная Молдова выпала из этих схем. Мы очень прозрачно закупаем газ, распределяем его, он стоит столько он стоит, тарифы поднялись, то же самое электричество. Почему мы должны на Приднестровский регион, так сказать, распространять опять какие-то схемы? Потому что, вы о цене подняли вопрос. Цену за это все будем платить мы. Вместе, я не знаю, какой механизм, так сказать, закрывания вот этих долгов будет, но по всей вероятности только при помощи Европейского Союза и западных партнеров мы сможем обеспечить, во-первых, поставки и закупать этот газ и так далее. Нет денег в Приднестровье. Что проигрывает Приднестровье? То есть до сих пор они получали бесплатный газ из России, теперь они будут получать бесплатный газ, который будет оплачивать Евросоюз. Вот это главный вопрос. Вот мы прямо в самую болевую точку сейчас попали. Теперь, что должно нам Приднестровье за то, что мы это делаем? С моей точки зрения, в Приднестровье должны начинать происходить фундаментальные изменения. То есть эти изменения должны быть серьезными. То есть Приднестровье должно согласиться на разоружение российского контингента, который там находится. Но вот это разоружение, с моей точки зрения, политически сложно, но технически не сложно. Там 1500 человек под ружьем стоят, из которых 1400 местные жители. То есть там фактически россиян из России около 100 человек. Это 2 автобуса, которые просто мы вывозим в Кишинев, садим в самолет, и они улетают домой к мамкам. Остальные расходятся по домам. Значит, распуск Приднестровской армии и так далее. Начинается монтирование, демонтирование вот этих квазиструктурных, квазигосударственных структур, которые существуют. Начинается интеграция Приднестровья, Приднестровского региона в остальную территорию Молдовы. Но начать можно с элементарного. Мы же прекрасно знаем, что Приднестровье пользуется молдавскими печатями, молдавскими сертификатами, молдавской документацией экспортной и так далее. Но до сих пор, то есть это существует десятилетия, до сих пор пользуются молдавским интернетом и так далее. Но до сих пор ни один из журналистов, вам как журналисту это особо близко, с правого берега не работает на левом берегу. Там нет доступа. Там нет доступа молдавским каналам, нет доступа молдавским журналистам.
мы не можем говорить напрямую с нашими гражданами, проживающими там. Вот мы сейчас заявили о том, что мы даем 3 миллиона кубометров газа, потом будем подставлять газ. И в Приднестровье об этом никто не говорит. Вот уже 3 или 4 дня об этом говорит вся Молдова и Европа. В Приднестровье мало кто об этом знает. То есть, понятно, власти знают, но ни один канал об этом не говорит. Телеграм-каналы блокируются и так далее. Мы могли сказать, что, ребята, вот открывайтесь в этом смысле того, чтобы мы могли общаться с населением. Первое. Второе. Права человека. Там продолжаются вот эти преследования оппозиции, гражданского общества, из того, что осталось. Убиваются люди, арестовываются, сидят по тюрьмам, по, значит, сфабрикованным обвинениям и так далее. То есть назвать Приднестровье оазисом демократии мы не можем. Мы сами не оазис, но тем не менее Молдова — это демократия. Приднестровье — это диктаторский режим, абсолютно наплевательски относящийся к фундаментальным правам и так далее. Очень похоже на Россию сегодняшнюю. Мы тут могли бы, конечно, уже очень категорически сказать, все, на этом мы, так сказать, это больше не потерпим. Ну и так далее. То есть я считаю, что у молдавского правительства, у молдавской стороны сегодня есть шанс начинать говорить об этих вещах. И когда премьер говорит, что вот мы будем у венгров закупать, поставлять туда газ опять, у меня возникает подозрение, что какие-то люди, в том числе в Кишиневе, хотят эти схемы продолжать и просто нагревать на этом руки. Это становится практически очевидным. Алексей, как бы я хочу, чтобы наша аудитория поняла мою позицию и, в общем-то, чтобы нас не хейтили потом в комментариях о том, что мы сидим и там против за то, чтобы умирали люди в Приднестровье. То есть я не против того, что Приднестровье помогает. Ну, да, даже считаю, что правительство должно было изначально вмешаться в эти процессы, чтобы не допускать. Тут надо отдать должное. Здесь вопрос только в другом, потому что вот все равно возникает вопрос, с кем будет Кишинев должен вести даже вот диалог, о котором вы говорите, то есть об открытости, допустим, ну, о каких-то шагах. Потому что получается, что Красносельский и Верховный Совет, ну, структуры, которые управляют сегодня Приднестровьем, они не признаются как официальные власти правительством Молдовы. С кем будет вестись этот диалог? С Красносельским? Понимаете, я понимаю, значит, проблему, связанную с этим, но мы диалог с этими непризнанными властями вели в разных форматах, в том числе в формате 5+2. То есть нельзя сказать, что мы прямо девственники в этом смысле. Мы десятилетиями с этими людьми говорили. 1+1, 5+2, 3+2 там, и так далее. Эти форматы существовали. И мы их как бы приняли, не то что там признали, давайте будем избегать их, но мы их приняли как собеседников, давайте так, как ну, не другая сторона, мы не стоим на одинаковом уровне, но как люди, с которыми надо говорить. Они фактически контролируют регион. Это один аспект. Есть другой. Есть люди, которые контролируют и экономику, и структуры власти. Это шериф. Да? Шериф контролирует Красносельского, Красносельский не субъектен. Он представитель шерифа. Это тоже такой марионетка. Верховный Совет контролируется шерифом. Ну и экономика. Правда, говорят, что шериф там сворачивает свои дела. И скоро вся эта сеть магазинов будет называться Линелла, а не шериф. Там, эти процессы тоже там имеют место. Можно говорить с этими людьми. С Гушаном, с Казмалы. Если Казмалы не только в Авдарме, из Авдармы там выезжает, пригласить его поговорить по поводу будущего политического устройства. Других нету. Тогда мы должны признать, что мы должны говорить с Москвой. С Москвой это вообще неприемлемо. Во-первых. Во-вторых, я не уверен, что они там, в общем, и сейчас решают вопросы настолько, что не скажут, да, хорошо, мы выключим свет и забирайте эту землю. Нет. Я думаю, что Красносельский должен выговорить или обговорить для себя какие-то гарантии безопасности и уехать, наверное, в Аргентину. Остальные, кто местным, чтобы Красносельский... Аргентина? Ну, они туда убегали, да, так сказать, нехорошие люди обычно в Латинскую Америку убегали. Остальные местные остаются на местах. Алексей, а если мы повернем немножко дискурс взгляда на всю ситуацию в Приднестровье. Вот вся эта ситуация, на ваш взгляд, не показала о том, что это не просто
бескрайний режим и вот это территориальное образование, потому что то есть теперь стало абсолютно очевидным, что Приднестровье на протяжении всех этих 30 и более лет, то есть оно вообще никак не могло функционировать, если бы не Россия, которая по сути содержала этот режим. То есть сегодня стало очевидным, что они даже не смогут прожить. Я назвал это, они не субъектны. Мы это знали, но значит, этот кризис продемонстрировал, что Приднестровье не способно самоуправляться, самосуществовать. Экономика Приднестровья держится на бесплатном газе, политика Приднестровья держится на бесплатном газе. Весь регион держался исключительно в этом бесплатном газе, который поступал из России. Как только этот кран был перекрыт, Приднестровье не может не обеспечить, так сказать, работу госучреждений, работу заводов там и так далее. Они продукцию не могут производить, экспортировать не могут. То есть оно не субъектно. Это просто некая территория, на которой живут 370 тысяч, и без помощи извне они не могут существовать. Вот в этих условиях, конечно, Кишинев должен быть более активен, более проактивен. У Кишинева должен был быть план. Мы же знали, не только приднестровцы знали, Украина и русские, но мы тоже знали, что 1 января 2025 года будет закрыт кран. Туда газ не будет поставлять. Но наши до конца, не только наши, все, до конца не верили, что русские не продолжат подачу газа. Думали, что, значит, южным там каким-то турецким потоком и так далее, реверсом через Трансбалканский. Нет, не случилось. Должен был быть план разработан значит, на случай вот такой ситуации. И этот план должен был включать и определенный ресурс. То есть план должен был включать не просто, значит, описание каких-то действий, но ресурсы. Ресурс — это деньги, в первую очередь, договоренности по газу с западными партнерами. Вот Украина создала Крымскую платформу, и под эту Крымскую платформу она собирает, так сказать, ну, там много платформ, Крымская платформа, Рамштайн там и прочее, прочее. Это крайняя ситуация войны. Но у нас тоже условия форс-мажорные. Мы должны были предвидеть, что нам придется решать приднестровскую проблему. И у нас должны быть какие-то ресурсы и какое-то представление о том, что мы делаем. Этого нет. Значит, наши исходили из того, что нам лучше не решать этот конфликт в таком оперативном режиме. Почему? Потому что мы управлять этой территорией будем очень плохо. С одной стороны, у нас нет ресурсов для реинтеграции, и политически люди там ориентированы не на Европейский Союз, а на Россию. В случае выбора вот это очень важный фактор. Так рассуждает кишиневская элита, что в случае выборов эти люди будут голосовать за другие пророссийские партии, а не за проевропейские партии. Поэтому как бы реинтеграция нам не выгодна. Я считаю это глубоко ошибочным подходом. И мы сейчас вынуждены сходу что-то придумывать, как-то так импровизировать и так далее. И это является результатом того, что мы не готовились к этому. У нас нет гуманитарного кризиса на правом берегу, но у нас нет готовности интегрировать левый берег. Но он интегрируется в силу обстоятельств, потому что им деваться некуда. Алексей, возможно, что я буду груб в формулировке, но вот получилось, что Российская Федерация, по сути, эксплуатировала Приднестровье в своих политических, геополитических целях на протяжении 30 лет, в том числе не развивая ни экономику, ничего, потому что мы уже очевидно видим все, что там происходило за эти 30 лет, вот результат. И теперь получилось, что Европейский Союз должен спасать эту территорию, потому что, понятно, 300 тысяч людей просто так не оставишь в центре Европы. Там, 21 век люди то есть, в городах не имеют отопления. Россия, по сути, поиграла, а теперь Евросоюз должен это спасать. Потом за деньги. Вы очень правильно сформулировали, только тут надо значит, немножко продолжить в этом смысле. Да, Евросоюз будет спасать этих людей, и мы, Кишинев, в этом во всем участвует. Я хочу тут очень четко сформулировать и напомнить, что Кишинев сразу предложил помощь. Каким-то образом подавать газ, там, уголь, Киев предложил помощь. Другое дело, что Красносельский до сих пор
значит, с Москвой советуются, как ему быть, принимать, не принимать эту помощь и так далее. Насколько мне известно, если возвращаться к вашему вопросу, Евросоюз настаивает, я не смогу в конкретных формулировках это сейчас выдать, настаивает на начале процесса, значит, окончательного разрешения конфликта. Вот вчера представитель Европейского Союза, то, что было совещание глав МИД Европейского Союза сейчас в Брюсселе, и там, или в Страсбурге, ну не суть важно, в Европе выступал комиссар какой-то комиссар, член Европейской комиссии, который говорил, что основа стабильного разрешения энергетического кризиса — это надежные стабильные источники. Источники газа, источники электричества. То есть не венгерские фирмы, пусть венгры меня простят, проблема не в венграх, а вот в том, что у нас в башке там, или в голове у нашего правительства. Надежные источники. А надежные источники — это прозрачные процедуры, это либо двусторонние договоренности, либо значит, закупки на бирже, но не с Россией, которая сегодня так, завтра может что-то опять в голову придет, они перекрыли кран и так далее. А с такими странами, как Болгария, Румыния, там, Норвегия, США и так далее. Поэтому это не бескорыстная помощь, это помощь, которая направлена на окончательное разрешение конфликта, на реинтеграцию региона в Молдову. Вот вы просто цитируете меня, когда говорите не о субъектности региона, и о том, что Россия... Я об этом просто другими словами немножко говорил, что любой другой регион, какой-нибудь Сингапур, я прошу прощения, получая он 30 лет или 20 чем-то лет бесплатный газ, то есть бесплатные энергетические ресурсы, значит, там у каждого вертолет уже собственный был, то есть они бы стали тигром экономическим вот этого региона. Они остались отсталой провинцией, в которой, так сказать, ни политически не развились, ни экономически, и так далее. То есть использовали этот регион, в том числе политики из Кремля, для личного обогащения. Люди там сделали состояние на этом бесплатном газе. Наши тоже, всякие плохотнюки, андронаки, мы помним, как Энергоальянс плохотнюка с Шевчуком, они там 120 миллионов просто за год сняли евро за посредничество якобы там, в передаче электричества на правом береге и так далее. Все воровали. Киев воровал, но не Киев, а как бы люди из Украины и так далее. Поэтому этому надо прекратить. Все, прекратить это дело. И мы об этом должны говорить, и наше правительство должно услышать, что есть и другие варианты, не только венгерские фирмы, а как раз таким образом, как попадает, вот возвращаемся к этой цитате изначально, таким образом, как газ попадает в любую точку правобережья, на севере, на юге, неважно, таким же образом газ должен попадать в любую точку на левом берегу. А уже вопрос там, как за это рассчитываться, надо думать. Алексей, ну поменяем немножко тему, перейдем к гагаузской проблематике. На минувшей неделе в Гагаузии прошел очередной митинг, где собирались патентообладатели, потому что с 1 января, во-первых, они должны были вернуться в правовое поле, которое есть общереспубликанское, а власти почему-то мотивируют тем, что апелляционная палата отменила якобы закон, который принимал Народное собрание, хотя апелляционная палата это сделала в декабре, а в самом законе было прописано его действие до 1 января 2025 года. То есть, такая неоднозначная ситуация. Но, в общем-то, так как эта проблема длится уже не один год и даже не два, и власти Гагаузии, на мой взгляд, демонстрируют такую абсолютную некомпетентность в этой части. И не только не решают эту проблему, а ее как будто замораживают или пытаются утаить, используя в политических целях. Давайте посмотрим небольшой сюжет с выступлениями некоторых депутатов и политиков на этом митинге. Эти проблемы знаем уже на протяжении многих лет, наверное, больше 10 лет эта проблема существует, и каждый год она поднимается заново, потому что заканчиваются сроки.
Теперь вопрос относительно патентов. Да? Здесь две проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Первое – это то, что закон о предпринимательском патенте, который был принят в 2022 году, это в последней редакции, до этого они тоже отменялись, но в последней редакции и действующей, на основании которого вы работаете, он был принят в 2022 году. Сейчас, в начале этого года, в начале января, пришло мотивированное решение апелляционной палате об его отмене. Следовательно, этого закона, этот закон отменили. Но для того, чтобы дальше продлить возможность действия этого закона, нами, исполнительным комитетом, было подано обращение в Высшую судебную палату по обжалованию решения апелляционной палаты. Поэтому на данный момент это будет рассматриваться уже в Высшей судебной палате, поэтому этот закон будет действовать, пока Высшая судебная палата не вынесет это решение. То есть закон о патенте в Гагаузии пока будет работать. В Республике Молдова, частью которой является Гагаузия, уже давно ЗОС социального страхования является обязательным. Гагаузия сохраняла вот эту льготу потом в части того, что взносы социального страхования в Гагаузии оплачивались на добровольных началах. А 1 января этого года закон истек. То есть эта льгота для Гагаузии, она себя исчерпала с законодательной точки зрения. В прошлом году мы попросили исполнительный комитет, это наше региональное правительство, которое по закону контролирует и регулирует налогообложение в Гагаузии, чтобы в июне месяце они дали свое видение, что дальше мы делаем с патентообладателями и что мы делаем с людьми, которые работают по единому платежу. К сожалению, ни в июне месяце, ни вообще в течение прошлого года, ни до настоящего дня исполнительный комитет не вышел с законодательной инициативой, что делать с патентообладателями, с теми, кто работает по единому платежу. В прошлом году нами был зарегистрирован законопроект о продлении срока действия закона о предпринимательском патенте с тем, чтобы патентообладатели работали и в этом году на тех же условиях и основаниях, которые предусмотрены действующим на сегодняшний день еще законом. Были проведены публичные слушания. Наши инициаторы, патентообладатели из Чедерлунги, присутствовали на этих слушаниях, поддержали, депутаты, участвовавшие на этом мероприятии, поддержали наш законопроект, и он стал предметом уже обсуждений соответствующих профильных комиссий. В связи с тем, что на бюджетной комиссии не было добрано необходимое количество голосов, 2 на 2, коротко говоря, этот вопрос президиумом не был включен в повестку дня для рассмотрения на заседании. Я признаюсь, я настаивал на другом, чтобы был поддержан, но депутаты пришли большинство к другому выводу. Сейчас, на этом этапе, может, беру на себя высокую степень смелости и ответственности за других коллег, но буквально сейчас я общался и в эти дни общался с коллегами и просил, и на следующем заседании президиума, это будет на следующей неделе, и может быть даже на этой неделе, в конце недели, этот вопрос будет поставлен в повестку дня и станет предметом обсуждения Народного собрания уже соответственно с принятием решения. Но очень остро стоит вопрос в связи с освобождением от уплаты в социальный фонд. Потому как, вот буквально сейчас женщина тоже жаловалась, что маленькая пенсия. Не выдадут с этого мешка пенсии никому, если в этот мешок никто из вас ничего не вложит. Таковы правила. Как и в банке вам не дадут деньги, если вы туда не вложили эти деньги, кроме исключения кредита и так далее. Таковы законы общественной, если хотите, общественного жития. И вы это должны четко и ясно понимать. Здесь мы вам не сможем быть полезными. Вы должны для себя определиться. Хотите вы получать пенсию более-менее достойную, тогда будете платить
взносы. Если не хотите, ну что ж, тогда не будете получать. Мы еще с прошлого года, с июня месяца говорим о том, что есть проблема с вот этим законом о патенте. У нас есть сегодня председатель Народного собрания, Башкан Гагаузия. Как выборы, они все там на рынке ходят, все толпой туда-сюда ходят, обещают, я не знаю, что обещают. А тогда у нас начинается проблема. Нету никого. Вот где? Вот они сегодня должны быть оба на работе, что председатель, что Башкан Гагаузия. Нету ни одного, ни второго на работе. Ну, это были вот ключевые высказывания на митинге с протестующими. Вы не экономист, поэтому у меня нет задачи, чтобы мы обсуждали экономическую составляющую этой проблемы, потому что она многогранна. То есть там есть и плюсы, и минусы, в общем-то, во всей этой ситуации. Но есть очень яркий момент, который показал этот митинг, и он просто вырисовал ситуацию, потому что мы видим из этих выступлений, как представитель исполкома, по сути, перекладывает ответственность на операционную палату. И я говорил, что независимо от того, было бы решение или не было, с 1 января все равно истекает срок закона. Да. И перекладывает ответственность в том числе на Народное собрание. Депутаты Народного собрания, наоборот, перекладывают ответственность на исполком, говоря о том, что они с июня просили каких-то инициатив для того, чтобы эта проблема решилась. И здесь становится очевидный вопрос, а что делают власти и кто работает в структурах исполнительной власти Гагаузии, если они не решают вот эти проблемы людей. И вот на ваш взгляд со стороны, как вы бы оценили с точки зрения компетенции, ну я не говорю сейчас о Евгении Гуцул, а именно о функциональности структур, которые в Гагаузии должны внедрять те или иные политики, в том числе и адаптировать или продвигать те решения, которые дает правительство, потому что даже вот в этой ситуации в 2023 году правительство предлагало реальное решение, то есть они давали, правительство выделяло 10 тысяч леев гранта, закупку, да. И плюс предлагало, что все эти патентообладатели с 1% с оборота. И это было очень хорошее решение, но в Гагаузии... Без ведения бухгалтерского да. учета. И, я немножко знаю, да. Хоть и не экономист, знаю. И в Гагаузии целое управление, Главное управление экономики даже не стало разъяснять людям и информировать об этой проблеме. Конечно. А вот какое у вас впечатление от... Давай, тут два аспекта. Значит, во-первых, я вижу, что тут нет никакой координации работы между исполнительной властью и законодательной. Если они перекладывают друг на друга элементарную, с моей точки, ну не совсем элементарную, но не самую сложную проблему региона. Тем более, что в Молдове уже есть решение этой проблемы. Тоже были недовольны, были протесты, но в общем, значит, нашли решение. Там люди не хотели нанимать бухгалтеров и так далее. Ну вот сказали, без бухгалтерского учета платишь один налог, это каждый может, значит, подсчитать, сколько это. Нет, тут, в общем, пустили на самотек, и вот люди не знают, как себя вести. Это один момент. Другой момент – это отношения между Камратом и Кишиневым. Если бы существовало это взаимодействие, диалог, я думаю, что бы давно, значит, и людей здесь проинформировали, сказали, что вот есть общее решение для всей страны, по-моему, оно хорошее. Вот приходите в исполком, мы будем вам подсказывать, как в новых условиях правильно заполнять бумаги, как себя вести, как отчитываться и так далее. Нужны какие-то методологическая помощь людям по поводу этого всего. Поэтому это проблема. Почему возникла? Потому что мне кажется, что исполком был создан, да, сформирован примерно так же, как Евгения Гуцул была избрана на пост Башкана, понимаете? У нас Илон Шор представлял с экрана кандидатуру. Я помню это театрализованное А может быть, действие. все намного банальнее, может быть, Илон Шор не дал указания Евгению Гуцулу решить эту проблему. Ну, можно этим объяснить, да, но я не думаю, что Илон Шор там прям на каждом шагу дает указания, и не должен Илон Шор давать Башкану указания, как решать проблему с патентами, с рынками, с дорогами, там, со всей совокупностью проблем, которые существуют. Вот, кстати, местная власть не нуждается, примар в первую очередь, они не нуждаются в указании кого-либо. Что делать, как управлять лучше, где искать гранты, так сказать, что на что тратить там и так далее. Это люди,
были избраны, и он знает, что он ответственен перед общиной, перед людьми, ответственен перед, там, если у него есть вышестоящее что-то, там, перед этими людьми, канцелярией в частности. И эти люди наиболее эффективная власть, которая существует сегодня, но не только в Гагаузии, и в других регионах, в Гагаузии в частности. Местная власть, мне кажется, самая эффективная, самая продуктивная власть, которая сегодня существует. На региональном уровне исполком, Народное собрание, вот пример вот такого политического и управленческого раздрая. Выход из этого – это возвращение к нормальным процедурам формирования власти. Когда ты по заслугам становишься башканом, по заслугам становишься замбашканом, по заслугам становишься начальником управления, по заслугам попадаешь в Народное собрание. Я понимаю, что это немножко идеалистически звучит, но тем не менее ты должен ездить, убеждать людей в том, что ты лучший, чтобы за тебя проголосовали, не только раздавать деньги, допустим, покупать эти голоса, но убеждать людей, что ты будешь лучшей властью. Вот мы в любом случае даже к этому будем вернуться, потому что по-другому... Алексей, вот еще одна тема, ну, может быть, косвенно касается вот кадровой ситуации, да, и компетенции власти, но на минувшей неделе в Гагаузии прошел учредительный съезд, наверное, вы видели в прессе Гагаузской партии, где был избран учредительный съезд, руководителем был выбран Николай Дудогу. Насколько, на ваш взгляд, вы видите перспективу в Гагаузской партии? Может ли она войти в политическую систему или же страны? Потому что мы имели разные примеры создания или регионального прикрепления партии. Да? Это была партия регионов, которую создавал и возглавлял Михаил Фармзал. Да. И видим, что с точки зрения политической партия ушла в небытие, в принципе. Мы видели попытку партии «Наш Буджак», которую создавал Валерий Неогла, заместитель, бывший экс-заместитель председателя исполкома. И она была сейчас, эта партия Василия Тарлева, и уже как бы даже была переименована. Какова перспектива вот такой регионального прикрепления партии? У меня довольно глубокая институциональная память. Я знаю прекрасно и помню эти дискуссии в парламенте 90-х о том, что этнически окрашенные политические формирования не должны, в общем, партии должны быть общенационального масштаба. Они могут действовать в регионе, но они в любом случае воспринимаются как явление общенациональное. И в этом смысле вы вот прекрасно обрисовали ситуацию, что партии, возникшие как региональные для решения региональных проблем, они в общем не очень значит, получили развитие. У меня к Дудогло, я не объективен. И у меня очень субъективное отношение к этому человеку, потому что он был активным или активной частью вот Демпартии времен Плохотнюка. При Дудогло, значит, Плохотнюк тут решал свои задачи, Дудогло решал свои при помощи Демпартии и так далее. У меня, так сказать, к периоду захваченного государства очень негативное отношение, и я, конечно, желаю успехов, но мне кажется, что эта партия тоже каким-то образом будет использована в предстоящих парламентских выборах, именно здесь, в регионе, для решения каких-то задач, для обеспечения поддержки для одного и другого кандидата. Посмотрим. Я согласен с тем тезисом, что очень сложно региональные партии, базирующиеся в регионе, формулирующие свои задачи вот в терминах региональной политики, подняться на более высокий уровень. Мы видим, как Ирина Влах, тоже классический представитель гагаузского народа, бывший башкан, она создала партию, но она очень много времени не в Гагаузии проводила, а по всей стране. То есть она создала общенациональную партию «Инима Молдовии», значит, и на севере, и на западе, и на востоке, везде, формируя какие-то структуры. Вот это, с моей точки зрения, правильный подход. Я не разделяю ценности, которые продвигает Ирина Федоровна. Что-то мне нравится, больше не нравится, но как
организационная работа, партийная работа, вот это правильный подход. Не знаю, как будет действовать Дудоглу, может, у Дудогла тоже такие планы, посмотрим. Вот учредительный съезд прошел, он где-то должен был состояться. Понятно, что по логике здесь наверх. Посмотрим, если он будет, так сказать, как-то масштабироваться, да. Если нет, ну, будет фактором регионального значения. Я благодарю вас за то, что сегодня вы были у нас в студии, ну и как минимум мы попытались там представить какой-то альтернативный взгляд на происходящие события в стране и в автономии. Напомню, что вы смотрели сегодня выпуск программы «Лав о главном». Сегодня у нас в студии был Алексей Тулбери, политический комментатор. Мы попытались критически взглянуть на те события, которые происходят в Республике Молдова в связи с энергетическим кризисом и основные события, которые происходили в автономии. Надеюсь, что наша беседа будет вам интересна и поможет критически взглянуть на те события, которые происходят в стране, и немного меньше реагировать на ту дезинформацию, которую распространяют различные политические игроки о тех событиях и процессах, которые происходят в Республике Молдова. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях.